В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Обсуждение актуальных тем. Чеченская Республика демонстрирует очень неплохие результаты. Рамзан Кадыров провел встречу с министром сельского хозяйства России. Детали переговоров в нашем эфире. На пересечении рек Хачарой-Эхк и Аргун. Я рад принимать участие в открытии Тумкалинского рыбного хозяйства здесь, в этом живописном уголке. В Высокогорном и Тумкалинском муниципалитете будут выращивать рыбу. Старт работе предприятия дали глава региона вместе с Дмитрием Патрушевым. Когда ожидать первый вылов на прилавках? Повышая квалификацию. Что такое документальное кино и чем оно отличается, довольно резко отличается от телевизионного формата. Сотрудники нашего телеканала поучаствовали в мастер-классе на тему создания и продвижения документального кино. Кто выступил в качестве спикеров и какие они секреты качественного контента. В Высокогорье на пересечении рек Хачарой-Эхк и Аргун выводит осетр и форель. Планируется в скором времени и другие виды. Рамзан Кадыров совместно с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым дали старт производству рыбного предприятия в Тумкалинском муниципалитете. Это стало первой локацией, которую чиновники посетили в рамках большой рабочей программы. Репортаж Луизы Яхяевой. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров совместно с министром сельского хозяйства страны Дмитрием Патрушевым и представителями профильных министерств открыли новый объект – единственное в регионе рыбное хозяйство. В своей речи вице-премьер правительства Чеченской Республики, министр сельского хозяйства региона Ибрагим Закриев поблагодарил главу региона и федеральный центр за поддержку и всестороннюю помощь в развитии сельхозсферы субъекта. Хочу отметить неоценимый вклад главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова в развитии сельского хозяйства региона, а также искренне поблагодарить уважаемого Дмитрия Николаевича и возглавляемое вами Министерство сельского хозяйства Российской Федерации за всестороннюю помощь и постоянную поддержку всех наших инициатив. Каждый этап строительства объекта проходил под пристальным вниманием главы региона. Руководитель субъекта отметил перспективность этой отрасли как для республики, так и для страны в целом. Я рад принимать участие в открытии Тумкалинского рыбного хозяйства здесь, в этом живописном уголке нашей республики. Этот проект вызывает большой интерес у жителей республики. Я и сам лично инспектировал ход строительства и был приятно впечатлен. На территории рыбхоза построено 46 бассейнов для выращивания разных видов осетревых и форелевых рыб, а также получения черной икры. Особо хочу отметить, что на ферме созданы прекрасные условия для отдыха, гостевые домики, специальные бассейны для рыбалки и ресторан, где можно попробовать самую свежую рыбу. Для реализации этого инвестпроекта было привлечено более 700 миллионов рублей. Благодаря этому создано более 30 рабочих мест. Наш регион всегда был богат природными ресурсами и потенциалом для развития сельского туризма в горных районах. Уверен, Тумкалинский рыбхоз станет важным шагом в развитии отрасли рыбного хозяйства в нашей республике. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в реализации этого проекта. Дмитрий Патрушев поделился тем, что рыбная отрасль в России особенно динамично развивается в последние годы. Обороты производства выросли и уже в первом квартале текущего 2023 года достигли 1 миллиона 200 тысяч тонн. А данный объект увеличит эту цифру. Эта площадка обладает, на наш взгляд, очень большим потенциалом. И в перспективе, конечно же, здесь будут выращиваться десятки тонн особо ценных видов рыб. Кроме того, конечно же, открытие нового объекта – это в том числе и дополнительные рабочие места, о чем сказал Рамзан Ахматович. Также это новая точка притяжения туристов. Знаю, что здесь уже создана соответствующая инфраструктура, которая вносит свой весомый вклад в развитие агротуризма в регионе. В целом отмечу, что направление аквакультуры в нашей стране в последние годы достаточно динамично развивается.
Рассчитываем, что у нас, конечно же, объемы будут продолжать расти, будут продолжать планомерно увеличиваться, в том числе благодаря вводу новых объектов, подобных этому. И со своей стороны мы, конечно же, продолжим оказывать всю необходимую поддержку рыбоводческим хозяйствам. Гости осмотрели территорию хозяйства. Здесь все создано как для работы, так и для научного сотрудничества. К слову, в данный момент тут проходят практику студенты из Ейского морского рыбопромышленного техникума. Сейчас в 48 бассейнах находится 20 тысяч рыб, но в будущем планируется, что это число увеличится до 120 тысяч особей. Значит, как устроена система УЗВ? Постоянно идет поток в эту сторону. Все продукты жизнедеятельности за счет круговорота затягиваются в эту трубу. Верх снимает верхнюю, и там дальше у нас фильтруется. Вот они против течения стоят. Зачем я их поймал? Узики, смотрите, какие животики. Чистенькая, все. Рыбка чувствует, это белуга, да? Да, белуга, чувствует себя в этой воде экологически чистая. И вода, и продукты получения. Условия, созданные на предприятии, позволяют участвовать в реализации самых масштабных проектов. Рыба, разведенная в регионе, может послужить и для восстановления популяции осетра и форели в Азовском бассейне. Очень хочется поучаствовать в зарыблении Азовского бассейна. Мы для этого построили сейчас цех. Если мы все это обсудим, мы готовы 360 тысяч малька делать в год. 3 этапа. В зарыблении будут участвовать? Хотелось бы привлечь. Мы выводим малька месячного, 3-недельного, передаем следующему хозяйству осетровому, которое доводит его где-то рядом. Или это Ростов, или это Бердянск, или это Херсон. И они уже доращивают. Происходит адаптация возле Азовского моря. Это 3-суточная адаптация водой, потому что мы со своей воды не сможем соленую вытянуть. Создать бы такой конгломерат, чтобы мы все вместе участвовали, чтобы мы регулировали именно мы выращиваем малька, кто-то выращивает, подращивает, чтобы все было взаимосвязано. Просто нам нужно конечную цель, это зарыбление. Конечная цель зарыбления. Во благо России. Во благо России. Помимо мяса здесь будут добывать и икру. Первыми дегустаторами экологически чистого продукта стали Рамзан Кадыров, Дмитрий Патрушев и другие гости. Угощайтесь, белуга. Угощайтесь, подходите. Сегодня специально не завтракал, чтобы исправить надо, да, дегустационное качество. Голодный, без свиньи. Это свежепробойная, которая, да? свежак прям дождем, да? Да. Вот продукция уже наверху в резиденции ждут стейки этой рыбы. Вот уже дом. баночку дом. Отправьте дом, министерство дом. Обязательно. И Тумкаленское рыбное хозяйство интерес представляет не только экономический, но и туристический. Объект станет еще одной точкой на маршруте Ведучи. Здесь построены домики для проживания, отведено 2 бассейна для рыбалки и есть ресторан, в котором для гостей будут готовить свежевыловленную рыбу. Продукция нашего хозяйства – самая экологически чистая продукция в России. Это однозначно, потому что мало кто использует проточную систему. В основном используют садковую, то есть там рыба находится постоянно в прудах, набирает в себя послевкусие, вот эти запахи воды именно с илом. Разводят здесь форель и 12 видов осетра. Объем бассейнов, 12-градусная температура в них, а главное, насыщенная кислородом вода из реки Хачерой создает идеальные условия для разведения осетра и форели. Рыба чувствует себя комфортно. На данном этапе планируется развивать экспорт рыбной продукции внутри региона. Ценовая политика будет регулироваться. А в будущем возможен и импорт в другие области страны. Луиза Ахяева, Сейдамин Мусаев, Хусейн Мурдаханов, Ахмед Хизриев. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Уже в ходе беседы с министром сельского хозяйства страны глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поблагодарил Дмитрия Патрушева за визит, отметив важность развития данного направления.
Вспоминая День памяти скорби народов Чеченской Республики, федеральный чиновник отметил вклад первого президента региона, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, за достигнутые результаты. И также во время встречи стороны обсудили планы по дальнейшему усовершенствованию агропромышленности. Министр дал высокую оценку тому, как в регионе проводят посевы и сборы урожая. По его словам, в текущем году во всех сельскохозяйственных направлениях наблюдается положительный рост. Нам очень приятно видеть вас в республике, да, с позитивным направлением, да, развития сельского хозяйства. Это есть жизнь человека, да. Все, что мы кушаем, да, это дает земля, да. А все, что касается земельного, да, направления, да, занимаетесь вы, да. И успешно у вас получается, да. Я исхожу из той ситуации, которая складывается у нас в республике, да. Мы все направления благодаря вам развиваем. И хочу сказать слова благодарности за то, что вы сами лично, да, вникаете в проблемные вопросы и решаете их. Наше министерство, да, сегодня тоже так не отстает, да, делает, да, свои, да, результаты. Это все благодаря вам, да. Спасибо большое еще раз, что вы лично приехали в республику, да, увидеть и поучаствовать. 10 мая была важная памятная дата для вашего региона и всех жителей Чечни, День памяти и скорби народов Чеченской Республики. Вклад жителей республики и, конечно же, первого президента Чечни Ахмата Хаджи Кадырова в дело защиты нашей Родины сложно переоценить, конечно. Мы все помним и дальше будем все это отмечать таким образом, чтобы память всегда была жива. Это, на мой взгляд, крайне важно. Переходя к обсуждению тех вещей, которые связаны с агропромышленным комплексом, хочу сказать, что в целом Чеченская Республика демонстрирует очень неплохие результаты. Отдельно хочу сказать и поблагодарить вас за стопроцентный уровень освоения федеральных средств. Вы делаете это заранее, вы делаете это авансом, и, конечно же, это очень важно для сельхозтоваропроизводителей. Они в самую жаркую для себя пору имеют возможность пользоваться этими деньгами. Церемония открытия Аргунского гидроузла стала еще одним местом посещения почетных гостей. Это важнейший объект для мелиоративного комплекса. Он обеспечит оросительной водой земли площадью более 23 тысяч гектар. Это Шалинский, Урус-Мартановский и Грозинский районы. В эксплуатацию также введен автомобильный мост на 2 полосы длиной 60 метров. Выступая перед собравшимися, глава Чеченской Республики отметил важность объекта для региона. Дмитрий Патрушев, в свою очередь, перечислил достоинства объекта и поблагодарил тех, кто в этом задействован. В завершении Рамзан Кадыров наградил Дмитрия Николаевича орденом Кадырова за выдающиеся заслуги перед Чеченской Республикой. Указом главы Чеченской Республики за особые выдающиеся заслуги перед Чеченской Республикой, связанные с развитием отраслей сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, награждается орденом Кадырова Патрушев Дмитрий Николаевич, министр сельского хозяйства Российской Федерации. Строительство комплекса после уборочной обработки зерна в Аргуне стало следующим местом посещения в рабочей программе федерального чиновника. Вице-премьер-министр сельского хозяйства региона Ибрагим Закриев рассказал об объекте. Предприятие станет крупнейшим и единственным в республике современным высокомеханизированным элеватором, который будет оказывать услуги по доработке, сушке и размешению зерна. Мощность составляет 50 тысяч тонн единовременного хранения. Его открытие создаст до 60 рабочих мест. Оборудование, все замещение, ничего импортного. Ничего импортного нет, да? Это он первый случай, по-моему, да, после санкций? Достойно, что нет импортного оборудования. Все запущено, банки полные или еще не за осенью принимать? Да, уже будет, да, принимать урожай. Первый урожай здесь собрали, соответственно. Старый не перегружать? Нет. Ну дай бог, слушай. Ну и сейчас мы параллельно рассматриваем вторую часть, это мельница. Здесь же прямо. Вот на этой стороне, да. И чтобы привязка была, мы расположили, сделали. Финансируете как собственные средства или с привлечением? 20% собственные 20% средства, собственные, и остальное 80% Росагролизинг. А инициатор кто? Есть? Стандарт есть. Стандарт есть? Да. 100%? 100%.
Компания местная уже. компания. Компания это первый опыт или имеют опыт уже работы? Хранения нет у него. Она Это первый, да, первый, да. Производит. А земля своя есть? Есть. Собирает. И Урожай техника, свой? которую мы сейчас поедем, такая, это И тоже МТК тоже стандарт. принадлежит стандарту. Там объединенная земель порядка от 10 тысяч гектаров у них уже есть. Чиновники побывали и на машино-технологической компании «Стандарт Эст», которая создана в целях оказания услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям. Собравшиеся осмотрели новое оборудование. 545 единиц спецтехники решат прежние проблемы. Благодаря им удастся сохранить от 500 кг до тонны урожая. После состоялось награждение за заслуги в развитии отраслей сельского хозяйства агропромышленного комплекса региона. Генеральному директору Росагролизинг Павлу Косову вручили медаль за заслуги перед Чеченской Республикой. Ни техники, да, ни полей там. Так я помню, мы разговаривали, что заминировано. Да, заминировано, да. Сейчас уже, да. Да, комбайны были, люди убирали, 30% потерь было из-за комбайнов. Все они убирали, сзади зажатка, все сыпется. Вот просто и зерно вырастили, они все собрать не могли. А сейчас уже совсем другая картина, конечно. Но я правильно понимаю, техника будет сдаваться, в том числе в Да, аренду, уже практически сельхозтоваропроизводителям. все расписано. То есть по времени берут, обрабатывают, возвращают. Да. А собственникам... И самое интересное, что не только в Чечне, и соседним регионам всем Соседние оказывается регионы. помощь отсюда же. Да. Дагестан, Ингушетия, Кабарда, вплоть до Краснодара. Сейчас, конечно, было бы очень важно, чтобы это ремонтные мастерские прям быстро сделали, потому что... Ну, это мы уже вот с это- Росагролизингом Паша, а ты будешь будем. делать, да? Ремонтная, Мастерские тоже, ремонтная. Да, мы Это здесь очень будем важно. инвестировать тоже, Это да, очень конечно. важно, чтобы тут была точка, где можно было эксплуатировать сервисное обслуживание. Прекрасно, что у нас, кстати, директор, между прочим, Гомельского завода. присутствует здесь. В том числе Еще наш раз. директор. Да. Да. Давайте Тоже, соответственно, сервисное тоже из обслуживание. Беларуси коллеги наши. Сервисное обслуживание, это нужно, это очень прям нужно. Сервис ну все, что нужно, Ну мы прям сделаем. сами будете тоже через них Безусловно. ставить Да. свои. У нас и сейчас ребята присутствуют здесь и сопровождают, и ребята-механизаторы уже прошли полное обучение по работе на технике, поэтому здесь вопросы все исключены. Как работает с министерством? Проблем есть? Работаем прекрасно. Если бы не работали, не было бы денег. На базе ГТЛК «Войнах» провели мастер-класс на тему создания и продвижения документального кино. Он прошел под руководством вице-президента Евразийской академии телевидения и радио Екатерины Головня и креативного продюсера Центрального дома кино Дарьи Муромовой. Спикеры рассказали журналистам о тонкостях, видах и жанрах документального фильма и о его роли в современном телевидении. Мероприятие прошло совместно с чеченским отделением Союза кинематографистов. Именно документальное кино сегодня у нас работает на сохранение исторической памяти, на понимание нашей идентичности. И мне кажется, что это очень важно показывать зрителю документальное кино, которое будет сниматься профессиональными людьми. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.